Всем доброго времени суток! Это программа «Око в зрении». И с вами, как всегда, Акаемова Ольга. И наш сегодняшний гость – это Погадаев Михаил Александрович, заместитель министра по делам Арктики. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Вот, как я знаю, недавно, 19 марта, прошел День Арктики, так ведь? Да, 19 марта в Республике Саха-Якутия празднуется День Арктики. Угу. И как я знаю, точнее, как я недавно узнала, 18 числа у вас прошло некоторые мероприятия в кинотеатре «Лена», да. А именно кинопоказ документальных фильмов и фильмов, посвященных Арктике. И именно данным мероприятием я заинтересовалась, потому что сама веду местами киноклуб в Музее России «Моя история». Помимо данного мероприятия у вас проходили еще какие-нибудь? Да, у нас по всей территории республики были большие мероприятия, посвященные Дню Арктики. Во всех наших арктических районах проводились мероприятия. Ну а здесь, в городе Якутске, у нас тоже ряд было мероприятий. Ну вот тот показ фильмов, о котором вы сказали, мы эту идею реализовали и показали фильмы, которые в прошлом году, в том числе с нашим участием, снимались в арктических районах телеканалом «Культура». То есть это рубрика «Земля людей», и там рассказывается о народах, которые населяют Российскую Федерацию. Вот. И также был показан фильм из Булунского района, из села Найба, который называется «Люди моря». Вот. Это мы такое мероприятие очень хорошее провели, в том числе гости приехали из Москвы, рассказали об этих фильмах. Вот. Затем у нас в сам день празднования Дня Арктики, 19 числа, состоялся, праздничные мероприятия прошли в Ледовом городке. Вот, там уже наша ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Дом дружбы народов провели такой большой праздник для жителей города, для наших жителей арктических районов, которые приехали в город Якутск, ну и показали культуру, традиции народов Севера. И после обеда 19 числа мы также провели круглый стол. Это было такой деловой частью празднования Дня Арктики с участием руководства республики, правительства Республики Саха-Якутия, с приглашением представителей федеральных органов власти. У нас были, например, посол по особым поручениям МИДа России, представитель России в Арктическом совете Николай Викторович Корчунов, был заместитель директора Агентства по развитию человеческого капитала Миндаль Восток развития Иван Ефимов, из Федерального агентства по делам национальностей Цыбиков Тимур Гамбажапович, который, кстати, наш земляк, родился в Якутии, вот, но сейчас работает в федеральных органах. То есть такой представительный у нас был разговор, и мы говорили на тему сохранения традиций, культуры, языков коренных малочисленных народов Севера в Арктике. Вот, и обсуждали проект, который мы инициировали, Республика Саха-Якутия инициировала в Арктическом совете, который называется «Цифровизация языкового и культурного наследия коренных народов Арктики». Вот, обо всем этом мы говорили и говорили о том, что этот проект станет таким основным флагманским проектом председательства России в Арктическом совете, поэтому очень интересный у нас был разговор. Кроме этого, проводились разные выставки. У нас ежегодная выставка новых технологий для развития Арктики открылась, потом были разные конкурсы, фестивали и так далее. То есть мы очень широко отметили этот день. Хорошо. А в этом году у вас не было никаких изменений, препятствий, связанных с нашим на данный момент карантинным условием? Да, конечно, у нас все еще ограничения определенные есть, хотя они уже с каждым днем снимаются у нас, да, но тем не менее мы для обеспечения людей, безопасности, эпидемиологической ситуации, мы проводили наши мероприятия в таком очно-заочном формате. С одной стороны, конечно, это сложнее, усложняет всю нашу работу, но с другой стороны, такой подход позволяет больше участников привлечь, потому что, например, московские наши участники из федеральных органов власти, они ведь не смогли бы, наверное, приехать, но тем не менее в онлайн-режиме они выступили в обсуждении на круглом столе, поэтому, в принципе, этот подход позволяет нам эффективнее работать. Хорошо. А что вы можете рассказать о себе? Я родился в Верхоянских горах, в небольшом поселке Тополиное Тампонского района.
И в 93-м году мы переехали сюда, в город Якутск. И я вот учился в нашей средней школе номер 31 города Якутска, закончил ее и поступил в Санкт-Петербургский университет экономики и финансов. Ну, сначала у меня был период, я учился в Полярной академии, а затем перевелся, как мы его называем, ФИНЭК. Вот. После окончания университета я продолжил там работу в качестве аспиранта, то есть научной деятельностью занимался и защитил кандидатскую диссертацию кандидата экономических наук. Вот. Затем работал в постоянном представительстве Республики Саха-Якутия в Санкт-Петербурге. Вот. В то время у меня была очень активная общественная работа. Я сначала был президентом Ассоциации студентов якутян в Санкт-Петербурге, САИДы. Вот. Ее почти 10 лет, наверное, возглавлял. Вот. А затем общественная работа у меня уже с международной деятельностью была связана. Я на протяжении тоже, начиная с 2008 года, по 2014 год работал в Ассоциации оленеводы мира. То есть я сам представитель эвенского народа и с оленеводческой семьи. У нас в нашей семье до сих пор есть олени свои, поэтому вот занимался такой общественной международной деятельностью в Ассоциации оленеводы мира, которая объединяет все оленеводческие народы во всем мире, в 10 странах. Вот, в Арктическом совете в том числе очень активно работал. И с 2014 года работал исполнительным директором Северного форума. Это тоже международная организация, которая объединяет губернаторов северных регионов. Вот. Ну и в 2019 году глава республики Арсений Сергеевич Николаев пригласил меня работать в вновь созданное Министерство по развитию Арктики и делам народов Севера. Вот вкратце моя жизнь. Крейсер Краса. Вот как я сейчас прослушала, мы на данный момент, оказывается, являемся земляками. Да. Я вот тоже из Тампонского района, правда, я из Хандаки. И могу сказать то, что лично я ощущаю большую разницу между Хандакой и между Якутском. Вот если вы выросли и провели свое детство в Тополином, вы чувствовали какую-то разницу между своим детством и детством других детей? Нет, конечно, у меня, наверное, детство было особенным в том плане, что я вообще до школы я жил в стаде со своей семьей. Вот я до школы не знал ни одного слова на русском языке. То есть я воспитывался на родном авенском языке. И когда я учился в Тополином, конечно, мне повезло с тем, что классный руководитель, она тоже была авенка, и она научила меня говорить по-русски. Да? И когда я переехал в Якутск, конечно же, разница очень большая. Вот. Учиться в сельской школе или в городской, на мой взгляд, это большая разница, конечно. Вот. Тем не менее, есть как бы плюсы, есть минусы, как и во всем у нас в жизни, да, но я, например, не жалею абсолютно, что я учился и в сельской школе, и в городской довелось поучиться, поэтому думаю, что хоть как бы обучение отличается, но оно мне очень много дало и в сельской школе, и в городской. А как именно отличается обучение, по вашему мнению, в разных школах? Вот вы сталкивались с проблемой адаптации? Ну, я не сказал бы, что такие сильные проблемы у меня были адаптироваться. Вот первый год, я помню, когда я только переехал, конечно, было сложнее, потому что школа огромная, столько людей, и немножко было сложновато, да, адаптироваться, но мне повезло, опять же, с тем, что и ребята хорошие, дружные попались в нашем классе, и как-то незаметно моя адаптация прошла. Еще нужно вот такой момент сказать, что когда я в сельской школе учился, я был практически отличником. Когда я перешел в городскую школу, то я там скатился немножко, и были у меня и тройки, там, и четверки, да, и поэтому это, наверное, говорит о том, что, может быть, какие-то мои знания были немного завышены там в сельской школе, а в городской все-таки пришлось мне догонять все это и исправлять эти оценки, но мне потребовался, наверное, год на то, чтобы адаптироваться полностью и уже исправить все свои оценки и хорошо учиться. А в каком классе вы поступили в якутскую школу? Я в 7 классе, в 7 класс пошел. Вот сначала 7 В был у меня, а потом, когда вот началось профилирование,
У нас был биолого-химический класс, я выбрал, и у нас уже Г-класс был. Вот, и его-то я и закончил. Хорошо. И если вы говорите то, что ваш родной язык эвенский, вы же знаете такую проблему, как сейчас говорят, то, что эвенский язык вымирает. Да. Вот у меня даже в Хантаге было очень много знакомых эвенов, которые не знали свой родной язык. Как-то, конечно же, попытались исправить данную проблему, но так сложилось, что они сейчас говорят только по-русски. Да. Что вы думаете по этому поводу? Ну, это, конечно, печально. И действительно, у нас многие языки находятся в таком опасном положении, исчезающие языки. Вот мы недавно совсем услышали такую тоже печальную новость, что в Российской Федерации исчез еще один язык коренных малочисленных народов Севера, это алеутов. Последний человек, который владел этим языком, она ушла из жизни, и, соответственно, исчезновение языка всегда подразумевает, конечно, исчезновение как такового этноса, потому что язык — это основа этноса, это его душа, как говорится, и поэтому любое исчезновение для нашей страны, мне кажется, это большая потеря, потому что наша страна сильна многообразием народов, живущих здесь, и языки коренных малочисленных народов Севера, очень много из них находятся под угрозой исчезновения. И, конечно, влияет много факторов на это. Да? Это и общая глобализация в мире, это и система образования, которая у нас существует. У нас, например, сегодня языки коренных народов, они преподаются как факультатив, как дополнительные там занятия. Да? И не всегда родители или дети выбирают этот язык. Ну и опять же в обиходе общения, то есть постепенно исчезает среда общения на родных языках, и это, наверное, вообще глобальная проблема, и не зря Организация Объединенных Наций объявила десятилетие родных языков коренных народов мира. Вот. И в нашей республике тоже есть языковая политика особая, есть мероприятия по защите, сохранению языков, но, к сожалению, действительно, это очень сложно сохранить язык. Я вот даже на своих детей смотря, тоже думаю, вот стараюсь им дать знания о родном языке, но очень сложно конкурировать с детским садом, со школой. В любом случае они там общаются, поэтому очень сложно сохранить. А как вы думаете, можно исправить данную проблему? Как раз таки там через своих детей или через детей знакомых? Какие-нибудь примеры есть? Да, примеры есть. Есть методики разные, да. Например, есть методика языкового гнезда, называется. Но для этого необходимо, конечно, очень много работать, объединять усилия разных органов власти, на местах вести работу, в семьях вести работу, да, чтобы люди внутри семьи общались на родном языке. Ведь язык, он живет там, где он используется. И вот, например, если взять оленеводство как традиционную хозяйственную деятельность, я вот считаю, что сохранив оленеводство, мы сможем сохранить языки, потому что там люди говорят. Потому что там язык нужен для того, чтобы вести работу, нужно именно на родном языке говорить. Вот потом, конечно, нужно издавать литературу на родных языках. Сегодня вот большая надежда на молодежь, потому что современные технологии, новые, они же тоже могут позволить нам как бы более активно, чтобы дети занимались и учили, да, родной язык с использованием там мультфильмов, каких-то игр компьютерных там и так далее. Уже это сегодня делается. И вот недавно мы тоже здесь в нашем министерстве провели такую необычную презентацию. Совсем молодой парень из Усьмайского района, Николай Просимов, он создал голосовой переводчик с русского на эвенкийский язык. И это приложение уже можно сейчас скачать и в App Store или в Google Market. И это аналогия Алисы. Здесь же у нас Алиса, да, там Сири. И она тоже может говорить на основе искусственного интеллекта. И можно таким образом научиться говорить по-эвенкийски. Вот такого рода проекты, они востребованы. И сейчас могли бы нам тоже дать возможность наших детей обучать, чтобы они сами тянулись к этим знаниям. То есть здесь нужна такая системная, плановая работа, чтобы сохранить эти языки. Вот. Думаю, так. А как называется само приложение? Аяна называется. Аяна, да? Да, Аяна. Это с эвенкийского, ну, вообще ай в эвенском
Ай это значит хороший. Аяна это ну, что-то хорошее. Поэтому вот такое название придумал. Хорошо. А в Тополином как проходило в самом детство? Ну, я в Тополином только вот учился. Я, как я уже сказал, до школы детство мое прошло в оленеводческом стаде. И когда я приехал в Тополино, я жил в интернате. То есть у меня было такое интернатское детство, частично, да, там, ну, частично у родственников, в интернате. И на каникулы летние я обязательно уезжал обратно в свое стойбище. Вот поэтому, ну как в Тополином у нас в интернате, в принципе, тоже было интересно, потому что много было ребят разных. Ну, интернатское вообще, конечно, по-разному оценивают люди, да, детство, потому что все-таки в отрыве от родителей, от своих родных дети учатся, и для многих это тяжело. Я сам видел там наших ребят, у которых были проблемы адаптироваться. Они тоже были там с глухих стойбищ и никогда столько людей не видели, например. Им очень сложно было в интернате жить. И мы же там коллективом жили. Но с одной стороны, вот интернатское детство, оно отнимает, конечно, много знаний, навыков, как жить в тайге, в тундре, да? Как жить, потому что старшее поколение в стаде, они обучают тебя всему, языку, обучают там каким-то своим знаниям, передают тебе. А тут в интернате мы в коллективе в своем и в школе. Мы только в школе знания получаем. А как жить, вот, сохраняя свой традиционный образ жизни, вот этого нам не давалось. И в том числе по языку тоже это же тоже был один из факторов утраты языка, вот когда дети жили в интернате. Вот. Ну вот так прошло мое детство в Тополином. Вот почему-то мне именно сейчас стало, знаете, что интересно? Я знаю то, что не понаслышке, то, что дорога в Тополиное даже в данный момент очень сложная. Да. А вы в каком году переехали в Якутск? Это был 93-й год. И как осуществлялась ваша дорога из Тополиного в Якутск? Ну, в то время не было круглогодичной дороги, поэтому был только зимник. Зимой мы по зимнику передвигались. Ну, еще раньше были рейсы с Якутска до Хандыги, до Теплого Ключа. Оттуда на машине ездили. Вот. Ну, конечно, в 90-е годы очень сложно было. В летнее время мы могли передвигаться до Хандыги на ракете, на метеоре по реке. По реке. Да, а потом уже на машине опять же. Но в те года вот дорога плохо обслуживалась, там же много горных речек и не было мостов. До сих пор там в многих участках нет мостов. И поэтому добираться летом, особенно после дождей, было сложно, потому что можно было где-нибудь застрять и ждать, пока вода упадет в реке. Вот, поэтому добираться было сложно. Сейчас попроще стало, потому что и дорога обслуживается, и как бы это же продолжение дальше дороги до Батагая. Поэтому, в принципе, сегодня доступное село в транспортном смысле. А как именно вы решили связать свою жизнь с Арктикой? Ну, как я уже говорил, рассказывал о том, что вот я через международную деятельность к этому, наверное, пришел, когда стал работать вот в Ассоциации оленеводов мира, понял, что вот оленеводство – это вид традиционной деятельности именно коренных народов и именно арктического региона. Если мы посмотрим карту, все арктические страны имеют оленей, северных оленей. И традиционное оленеводство, оно сохранилось в большинстве стран и позволяет вот сохранять сами народы эти. Вот. И я стал чаще участвовать в мероприятиях Арктического совета, в его заседаниях, в рабочих группах. У нас были проекты, которые мы там инициировали и реализовывали. И так мне довелось побывать во всех арктических государствах, встретиться с коллегами-оленеводами с разных стран. Ну и как-то через это вот я приобщился, наверное, именно вот к Арктике, к этому сотрудничеству. А у вас есть какая-нибудь мечта там по внесению изменений в арктический вопрос? Какая-нибудь собственная мечта? Мечта, конечно, мечта есть, и не одна, наверное, да. Но хочется, вот почему я выбрал эту работу, и хочется какой-то внести вклад именно вот в сохранение арктических народов, вот этой арктической идентичности.
той цивилизации арктической, которая создавалась там многими тысячелетиями лет, когда эти народы там жили. И мы вот очень часто говорим о освоении Арктики, да, что вот оно началось тогда-то, тогда-то, но ведь люди там уже жили, то есть они уже осваивали эти территории, в том числе благодаря северному оленю, потому что олень может жить в таких суровых условиях и давать человеку все, и пищу, и жилье, и одежду, и транспорт, и так далее. И вот какой-то гармонии эти народы жили, там сотнями, тысячами лет, да, на этой территории, создав вот эту уникальную сосуществование с природой. И сегодня вот происходят кардинальные перемены в жизни этих народов. То есть цивилизация, она очень мощно влияет, очень сильно, да, и происходит изменение климата у нас. И вот эти все народы, они находятся под угрозой исчезновения тоже. И, ну, хочется, конечно, чтобы эти народы сохранились и развивали свою деятельность. Тоже оленеводство, например, мне хочется, я мечтаю видеть, чтобы люди в Арктике продолжали заниматься, сохраняли свои традиции, сохраняли оленеводство и свои языки, и свою культуру. Вот, но при этом, чтобы они экономически тоже были развиты и пользовались всеми благами цивилизации. Хорошо. А сейчас у нас будет небольшая серия блиц-вопросов, вопросы от населения и не только. Можно ли развивать у нас арктический туризм, как в Исландии? Конечно, можно. Мы только за, и у нас уже есть несколько проектов, которые мы сегодня реализуем в Арктике. Это вот Булунский район у нас есть, он уже входит в федеральный проект «Русская Арктика». Вот, есть у нас в Ивано-Бадантайском районе проект «Юрта мира». Он такой вообще большой, крупный, философский вообще проект, да. И мы видим в мире, что потребность вот в таком виде туризма, она есть, да, и примером могут служить там та же Исландия, как вы сказали, Лапландия, другие страны Арктического совета. И на наш взгляд, Арктика, она по-прежнему манит людей, и нам есть что показать, нам есть как принять гостей, очень гостеприимные люди живут в Арктике, поэтому потенциал очень большой. Вот если брать Исландию, в пример, да, ведь вы помните, в 2008 году буквально там был финансовый кризис, и они практически, страна обанкротилась, но сегодня они по несколько миллионов туристов принимают, и это стало, они сами даже говорят, что не ожидали, насколько большой индустрией стал туризм, который сегодня приносит в их бюджет огромные деньги. Вот поэтому за короткий период, благодаря туризму, можно создать экономическую как бы основу, предпосылки. Но для этого, конечно, нужно развивать инфраструктуру, необходимо вкладывать деньги в развитие туризма. Вот. И надеюсь, что у нас появятся вот эти проекты туристские, и люди будут приезжать, наслаждаться природой в первозданном виде, северным сиянием, за которым, так, например, китайские туристы любят ездить. Ну и у нас, вот в Оymякон, вы знаете, холод тоже привлекает людей, особенно экстремальных туристов, они приезжают. Ну и кроме этого, вот экзотический вид туризма — это трофейная охота, например, или такой экстремальный туризм, да, он тоже у нас уже есть, уже развивается. Даже вот наша семья, наша община тоже занимается таким видом туризма. Поэтому очень большой потенциал. То есть это целая идея для стартапа? Да, да, это можно. Сейчас и глэмпинг вот развивается, да, очень активно. То есть если в арктических условиях создать какой-то проект новый с глэмпингом связанный, там, то это будет, мне кажется, очень круто. Хорошо. Ну, слушайте внимательно. Так, следующий вопрос. Будет ли строиться круглогодичная дорога на северо-востоке Якутии, которая свяжет Якутск с Беринговым проливом? Ну, на сегодняшний день у нас дорога и такая есть федеральная трасса Колыма. Вот, и сегодня у нас, конечно, она не круглогодичная, там не на всем пути, да, вот она идет до Магадана, но есть у нас дорога, которая идет до Черского и далее до Чукотки. В принципе, ведутся работы по расширению вот этой транспортной системы, по строительству дорог. Это, конечно, непросто, потому что расстояния огромные. Расстояния, причем, проходят через экстремальные как бы природно-климатические условия. Да? И построить, например, асфальтированную дорогу, ну, когда это будет, не знаю, но это очень много требует денежных вливаний. Наверное,
Я часто повторяю тезис о том, что ни у одного региона мира нет таких вызовов, как у нас. Управлять такой огромнейшей территорией, которая практически без инфраструктуры, да, и очень с маленьким населением, развивать такой регион это не всем под силу, и поэтому транспортная доступность, конечно, сегодня играет самую ключевую роль. Вот. И мы надеемся, что вот эта дорога, которая дойдет до Чукотки и дальше будет до Берингового пролива, конечно, такие и планы, и идеи есть. И вообще даже есть же проект строительства железной дороги вплоть до Берингового пролива и дальше до Америки, да. Поэтому, ну, кто знает, может в будущем когда-то этот проект реализуется. Тут есть следующий вопрос. Что вы думаете насчет строительства мини-атомных станций на территории Якутии? Какой эффект они могут оказать? Ну, атомные станции у нас тоже такой проект есть. Есть проект строительства атомной электростанции малой мощности в Усть-Куйге. Ну, конечно, здесь нужно, во-первых, понимать, для чего нам необходимы, да, атомные станции. Вообще это самые высокие технологии, как говорится, и достаточно дорогостоящие технологии. Поэтому здесь, на мой взгляд, необходимо все изучать со всех сторон. То есть сначала нужно посмотреть на то, какие имеются другие возможности, альтернативные виды, да. Например, это гидроэлектростанции могут быть, которые на сегодняшний день самая дешевая энергия, это вот гидроэлектростанции. Потом у нас сегодня разрабатываются проекты по возобновляемым источникам энергетики. Это ветроустановки, солнечные электростанции и так далее. Причем эти проекты реализуются как раз в Арктике. Вот у нас самая крупная солнечная электростанция вообще на севере расположена в поселке Батагай. И она даже вошла в книгу рекордов Гиннесса как самая северная, самая крупная. Построили вместе с японцами ветродизельный парк в Тикси, в Булунском районе. Да? То есть есть разные альтернативные варианты. Конечно, атомная электростанция – это всегда большой объем энергии, и его необходимо будет потреблять. И поэтому они строятся там, где будет потребитель, крупный потребитель энергетики. Это, допустим, месторождение добычи природных ресурсов, перерабатывающее производство. Поэтому эффект, конечно, будет, если этот проект реализуется в Устьянском районе, то это позволит обеспечить освоение месторождений Янской группы районов, где есть и золото, и редкоземельные металлы, и серебро, и так далее. Так, давайте дальше. У нас тут очень интересные вопросы. И следующий вопрос таков. Ваши любимые блюда родной кухни? И назовите их. Да, ну, очень хороший вопрос. На самом деле кухня народов Севера, она уникальная. Это здоровая пища. И я в своей работе, вот когда международной деятельностью занимался, тоже был причастен как раз-таки к культуре питания коренных народов Арктики. И мы с молодежью, с молодыми ребятами, которые реализовывали этот проект, это был проект Арктического совета, мы создали кулинарную книгу коренных народов Арктики и собрали там вот все коренные народы, которые в Арктике проживают, они собрали свои рецепты, информацию о народах, о кухне, да? И у нас получилась такая книга, которая не столько кулинарная, сколько книга о народах Арктики. И неожиданно для нас она выиграла очень престижный конкурс, стала лучшей кулинарной книгой в мире. Есть такая премия International Gourmand Awards. И гран-при этой премии получила наша книга. Мы сами этого не ожидали. И мы считаем, что это признание вот уникальности и богатства культуры наших народов, признание вот этого наследия культурного. Да? И для меня самое любимое, конечно, это вот моя эвенская кухня. Самое любимое для меня это оленьи потроха. Вот блюдо такое есть, суп из оленьих потрохов. Это я всегда с удовольствием, когда езжу к себе, и когда охочусь там, с удовольствием себе готовлю. Хорошо. И следующий вопрос. Как повлияет снятие пограничной зоны на жизнь приморских районов? Ну, здесь могут быть несколько эффектов. С одной стороны, это, конечно, упрощает режим въезда людей, то есть передвигаться людям станет проще.
У нас были некоторые инциденты, например, когда пограничная служба задерживала тех же оленеводов, например, которые там осуществляют свою деятельность, связанную с оленеводством. Да? Мы, конечно, этот вопрос он вообще в республике очень обсуждался, и тогда удалось все-таки как-то этот конфликт уладить. И сегодня вот людям станет проще передвигаться, то есть их никто не будет задерживать, надеюсь, там и так далее. Но с другой стороны, как бы для жителей арктических, особенно районов, конечно, то, что люди будут туда-сюда ездить, не всегда зная, кто приезжает и так далее, вот особенно главам арктических районов, конечно, вот это заботит, то есть они беспокоятся об этом. С другой стороны, мы говорим о том, что нам же туризм надо развивать, и нужно, чтобы людям было просто приехать. Потому что если раньше нужно было оформлять особое разрешение на въезд в арктическую зону, это все там проверялось, все документы надо было представлять, то сейчас проще станет. То есть люди приехали, и им никаких особых разрешений не надо. Вот, поэтому это такой двоякий вопрос. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, вопросы безопасности, контроля и так далее, они тоже существуют. А какое ваше мнение по этому счету? Мне кажется, что это будет позитивно скажется на развитии наших арктических районов. Опять же, вот я за то, чтобы мы развивали туризм. Вот, а вопросы безопасности можно и без этого, я думаю, решить. А как примерно проходили ваши будни в школе? Ну, мы учились, в перемену, конечно, как все дети, бегали, играли. Вот. Но основное, конечно, запомнилось это наша учеба в этих классах. Вот. Но у нас класс очень дружный был, поэтому мы постоянно ходили и вместе собирались, и ходили в походы вместе, спортом занимались и так далее. Вы сейчас поддерживаете связь со своими одноклассниками? Да, мы постоянно общаемся. У нас есть своя группа, мы встречаемся практически каждый год, вместе что-то делаем. Уже наши дети начали дружить, поэтому да, общаемся. А с учителями связь поддерживаете? С некоторыми учителями, да. Я, например, вот один из моих самых любимых учителей — это Тетерина Людмила Николаевна, учитель литературы. И когда я в Петербурге жил и работал, мы с ней часто встречались. Вот. И также с другими тоже учителями поддерживаем отношения. А какими в целом вы были школьниками? Ну, наш класс, как я уже сказал, был такой дружный, и мы старались помогать и тем, кто отстающие были у нас ребята. Ну, таким активным мы были классом, постоянно куда-то ходили, на лыжах вместе ходили бегать, в походы, как я уже сказал, участвовали в разных соревнованиях, защищали честь школы, в том числе на республиканских соревнованиях. Я вот сам по легкой атлетике и по баскетболу участвовал. Вот. Поэтому мы очень активный такой дружный класс был. И напоследок, самый запоминающий день из школьной жизни? Ну, наверное, самый запомнившийся — это выпускной день, когда мы выпускались. И, конечно, с одной стороны, это был как бы такая грусть от того, что мы расстаемся. Но с другой стороны, все казалось, что все впереди у нас, и надежды к новому чему-то стремились. Поэтому это время такое самое запоминающееся, наверное, вот именно последние годы в школе наиболее ярко так запомнились. Близ вопросов оканчивается, и есть собственный вопрос. Какие вы можете пожелания дать школьникам, студентам и людям, которые на данный момент обучаются? Ну, учиться и учиться, как говорил Владимир Ильич Ленин. Но на самом деле я вот, оглядываясь назад, думаю, что самое важное, чтобы вот мне бы, если бы мне посоветовал кто-то тогда, да, когда я учился, вот, нужно ценить время. Время течет очень быстро. В детстве нам кажется, что времени очень много, все еще впереди. Но на самом деле оно пролетает очень быстро, и время нужно ценить и тратить его на действительно ценные вещи, то есть на обучение, на изучение. Чем больше вы будете знать, тем
более конкурентоспособными вы будете в будущем. И знание – это залог успеха в жизни. То есть если вы будете много знать, разбираться в разных сложных вещах, то и жизнь ваша будет успешной, насыщенной, полной. Вот поэтому хотел бы пожелать ценить время, прилежно учиться, потому что если вот этот же процесс, если где-то в этом процессе есть некий сбой или перерыв, то восполнить его потом очень сложно. То есть лучше все силы отдавать на то, чтобы как губка впитывать все эти знания, всю эту информацию. Вот, потом систематизировать придется, все это структурировать. Вот, но я сейчас, например, оглядываясь, думаю, что, конечно, детство – это детство, когда хочется играть, беззаботно проводить время, но нужно его ценить. Вот, наверное, такой совет я бы дал. Спасибо за ответ. И у нас есть для вас небольшой подарочек от коллектива 31-й школы. У нас здесь термокружка с лозунгом «Мечтай, твори и побеждай». Ой, спасибо. Желаем вам всего хорошего и спасибо за интервью. Спасибо вам. Очень интересное интервью и очень интересные вопросы. Я даже не ожидал, что такие серьезные, интересные вопросы будут. Хорошо. Спасибо. С вами была передача «Угол зрения». Всем до новых встреч!